В прямом эфире телеканала «Якутия-24». Итоги дня. С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Закон подписан и вступил в силу. В стране определен новый минимальный размер оплаты труда. Почему конкретно для якутян это повышение МРОТ должно стать наиболее ощутимым? Удар по экологии. Загрязнение участка реки Чульман в Нерюнгринском районе вызвало общественный резонанс. Кто виноват и что делать? Вокруг шум. В микрорайоне Марха в Якутске жители одного из домов жалуются на крики из СИЗО. Как сильно мешает это людям, почему не принимаются меры? Не успели обновить, как придется ремонтировать. Мост через Талое озеро в Якутске снова подвергся нападению вандалов. Неизвестные сломали детали сооружения. Как быть с хулиганами? Знай наших. Якутская бегунья Сардана Трофимова на днях стала абсолютной чемпионкой России. Как это было, чего ей стоила эта победа и какие планы у Трофимовой на будущее? Предприятия поработали, очередь за жителями. В Алдане стартует второй этап двухмесячника по санитарной очистке. Какие обозначены планы работ? Штормовое предупреждение объявили сегодня в Мирнинском районе. Ожидается усиление западного ветра в порывах до 17 метров в секунду. В этой связи высока вероятность возникновения разного рода ЧС. Жителям района рекомендуют быть максимально бдительными, внимательными и соблюдать осторожность при передвижениях. Об этом сообщает комиссия по чрезвычайным ситуациям Мирнинского района. Начало паводкового периода в Ленском районе проходит в штатном режиме. Берегоукрепительные работы давно завершены. Дамба прошла проверку и готова к паводку на 100%. Сегодня в район прибыла делегация МЧС для проверки уровня воды и подготовки к паводку в целом. Сотрудники облетели село Витим, чтобы оценить ситуацию. По последним данным, уровень воды в норме, критических превышений нет. Сообщается, что нижняя кромка ледохода находится у села Крестовское, а верхняя кромка выше поселка Витим Ленского района. Таким образом, до Ленска остается 153 километра. Это значит, что ледоход туда доберется через 2-3 дня. Тем временем в Якутии начались весенние полевые работы. По данным Минсельхоза, в текущем году в республике планируют засеять 49 тысяч гектаров. Из них 11 тысяч зерновыми и 27 тысяч кормовыми культурами. Что касается спецтехники, то к посеву подготовят около 800 тракторов, почти 300 плугов и 200 культиваторов и столько же сеялок. Вагоны с семенами и удобрениями должны быть уже на пути в республику. Однако, как отмечают в Департаменте земледелия и мелиорации, их отгрузят только после полной оплаты со стороны покупателей. И хозяйствам для того, чтобы расплатиться, сейчас приходится ожидать поступления субсидий. К другим темам. После первомайских выходных наступила короткая рабочая неделя, которая состоит всего из 2 дней. Россияне вышли на работу сегодня и выходят завтра в пятницу. Таким образом, в праздник весны и труда жители страны отдохнули 4 дня с 29 апреля по 2 мая. Следующая рабочая неделя будет на 1 день короче обычной. Среда, 9 мая, станет выходным днем в связи с празднованием Дня Победы. Загрязнение участка реки Чульман в Нерюнгринском районе вызвало общественный резонанс. Все началось с любительской видеосъемки на берегу, которая попала в сеть. Наши корреспонденты в Нерюнгре организовали собственное расследование, чтобы попытаться узнать, кто и откуда навредил экологии. Мы начали свое исследование в районе поселка Чульман с непосредственного места съемки нашумевшего видео, так называемое Улово и поселковый пляж. Увиденное повергло в шок. Берег реки Чульман больше напоминает старую автобазу, где годами сливался автол. А реально это уже экологическое бедствие. Сейчас выясняем, откуда все это налилось.
На сигнал о бедствии отреагировал и Комитет по охране природы и выехал к месту загрязнения для визуального осмотра. По предварительной версии, авторы видео возложили вину на ГОК «Денисовский», представители которого, прибыв на место с инспекцией, попытались опровергнуть это, заявив, что загрязнение идет с реки Кабахта и что они к этому не причастны. Недолго думая, наша съемочная группа отправилась на названную реку убедиться, что вода в ней чистая, а представители ГОК «Денисовский» по какой-то причине ввели нас в заблуждение. Далее мы отправились вверх по течению реки Чульман, чтобы визуально попытаться запечатлеть или выявить источник загрязнения. Для большей убедительности мы даже взяли пробы воды ниже и выше по течению ГОК «Денисовский». Ну и не нужно иметь научную степень по экологии, чтобы понять и отличить, где вода более-менее чистая, а откуда уже с выбросами. Официальные представители пока выдерживают паузу, воздерживаясь от комментариев. Мы почему должны купаться в черной воде? Охота купаться, а не мыться после родной речки. Это горные речки, это чистая вода. Это вода с гор, это пресная вода. Это не то, что ее попить, к ней подходить страшно. Я не знаю, какой выход в этой ситуации. Ну, неужели что-то нельзя предпринять? И мы что покажем? Что я покажу своему ребенку? Женька, возьми угля. Нам стало известно, что по факту загрязнения поступило заявление в прокуратуру. Возмущенная общественность с нетерпением ожидает последующих действий. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Сергей Козюра, Нерюнгри. По факту загрязнения данного водного объекта в Нерюнгринском районе Минохраны природы республики начала специальную проверку. Мы будем следить за развитием событий. В микрорайоне Марха в Якутске жители дома по улице Якова Петерса жалуются на постоянный шум и крики из следственного изолятора. Здание СИЗО расположено в шаговой близости от дома граждан. Как сильно мешает это людям, почему не принимаются меры? Репортаж Саргаланы Федоровой. На днях дачку загонил на имя дяди. И так каждый день с 6 часов вечера и до самого утра. Здесь про закон о тишине никто не слышал. Следственный изолятор расположен в 50 метрах от дома. Сейчас 10 часов утра, пока тихо, но местами слышны крики. Как только наступает вечер, начинается наплыв желающих пообщаться, покричать с друзьями. Они приходят и стоят прямо здесь, на теплотрассе. За окном следственный изолятор. Из кухни Наталья смотрит на высокий забор. Жильцы вечером не выходят без особой надобности во двор. Наталья теперь наизусть знает, кто и за что сидит, у кого из заключенных какие проблемы. Получается, сейчас подходит человек и кричит: «Ты где? В какой камере?» Он говорит номер, он подходит ближе и просто уже вот, как мы с вами, так и разговаривают. Непрошенные гости часто перекрикивают телевизор в доме. Отчаявшиеся жильцы несколько раз звонили в дежурную часть изолятора, но все безрезультатно. Было такое, что просто ложили трубку. Решайте свои проблемы сами, получается. Года 2-3, наверное, уже началось это все, когда поставили новый забор. Вот здание возвели и поставили забор. И началось у нас, как в санатории сюда ходят. Свидания в СИЗО предусмотрены несколько раз в неделю. Но, видимо, некоторые считают, что легче подойти к ограждению и полчаса поорать. Администрация СИЗО не работает. В каком смысле не работает? Обхода не делать. Раньше каждый раз патрульные ходили вокруг забора, когда этого забора не было, и здания этого не было. Всегда с собаками, все такое подобное. Ходили, проверяли каждые 2 часа. Сейчас они загородились, а мы остались. Тут прямо подъезжают от машины вот сюда. Почему администрация следственного изолятора не реагирует на многочисленные жалобы местных жителей? Когда прекратятся ночные переклички с заключенными? На эти вопросы Якутия-24 попросит ответить руководство режимного объекта. Редакция готовит запрос. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Обновленный мост через Сталое озеро в Якутске подвергся нападению вандалов. В сеть попало видео, на котором видно, как неизвестные ломают детали сооружения. О поступке граждан, за которых стыдно, в сюжете Кристины Якуповой.
Реконструкция моста еще не завершена. Его открыли для удобного передвижения горожан. Но недоброжелательные жители уже успели испортить новое сооружение. Уже не первый год мост подвергается нападкам вандалов. До реконструкции его украшали живыми цветами, устанавливали памятник карасю. Переход через озеро Талое как магнит для хулиганов. Ну, это плохо. Совсем. Надо их разоблачать надо. Люди делают, они ломают. Конечно, плохо. Когда ломают, всегда плохо. Это наш менталитет. Мы не ценим то, что имеем. Это везде, повсеместно, по всему городу видно по тому, что творится даже вдоль этого озера, вокруг этого моста. Если воспитание у нас не изменится, все так же будет продолжаться. Сколько бы новых мостов не строили, все будет так же. Мост вошел в федеральную программу по формированию городской среды. Предстоит не только масштабная реконструкция. Вдоль водоема появятся дорожки для пешеходов и лодочная станция. Хотелось бы, наверное, в первую очередь обратиться к гражданам и гостям столицы о том, чтобы они не оставались в стороне равнодушными, о том, чтобы пресекали, обращали на такое внимание, то есть не упускали из виду и обращались в правоохранительные органы. Чем на сегодняшний день мы тоже занимаемся в свою очередь. То есть мы это все дело актируем и подаем заявление в полицию. Обустройство территории Талого озера полностью завершат к 2020 году. И как бы ни старались облагородить столицу, ситуация лучше не станет, пока жители не займутся собственным воспитанием. Кристина Якупова, Николай Необутов, Григорий Хлопков, Якутск. В Алдане завершается первый этап двухмесячника по санитарной очистке. В этот период основные задачи возлагались на руководителей местных предприятий. Ну а на втором этапе работ потрудиться предстоит уже жителям. В мае пройдут массовые субботники и мероприятия по благоустройству. Сюжет Татьяны Вахниной. В Алдане продолжается санитарный двухмесячник, стартовавший в последнюю декаду марта. На первом этапе ряд задач предстояло выполнить руководителям предприятий, ведущих деятельность на территории города. Первый этап подходит к завершению и передает эстафету второму, когда к массовым субботникам и мероприятиям по благоустройству подключиться предстоит жителям. Активность они особо не проявляют, конечно, но тем не менее ведем переговоры, скажем так. Народ выходит на субботники, помогает. Коррективы в график уборки порой вносит погода, однако на активность граждан она не влияет. Ежегодно в массовых субботниках принимают участие все больше алданцев. Конечно, важно. Я считаю, что каждый житель должен возле своего дома навести порядок. И мы всегда принимаем участие. Конечно, нужно, да, принимаю. Иногда возле дома, постоянно вокруг дома, возле магазина, где я работаю, мы там тоже уборки часто проводим. Я думаю, что нужно, но жалко, что до 9 мая снег не успевает стаять. У нас во дворах особенно. Где-то он стаивает, мы успеваем делать. А вот у нас мы не успеваем к 9, мы позже делаем, когда все растает. Уборка снега и прошлогоднего ссора, вывоз мусора, очистка и благоустройство придомовых территорий. Работы хватит всем, было бы желание. Последние, как показывает жизнь, присутствуют не всегда и не повсеместно. Я не знаю, почему молодежь не выходит, даже около нашего дома. Это ужас. И убирает только одни пенсионеры, по-моему. А молодежь вообще или стесняется, или это им не нужно. Не знаю почему. С наступлением весны улицы и дворы обретают вид неприглядный. Убрать природный ссор несложно. Главная проблема запущенных улиц заключается в равнодушии общества. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Сейчас короткая реклама, буквально минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине выпуска итогов дня. В преддверии Дня Победы, где идет раздача георгиевских ленточек в Ленске, когда назначена акция «Свеча памяти» в столице и какую материальную помощь окажут ветеранам в Мирнинском районе. Закон подписан и вступил в силу. В стране определен новый минимальный размер оплаты труда. Почему конкретно для якутян это повышение МРОТ должно стать наиболее ощутимым. И знай наших, якутская бегунья Сардана Трофимова на днях стала абсолютной чемпионкой России. Как это было, чего ей стоило эта победа и какие планы у Трофимовой на будущее. В прямом эфире телеканала «Якутия-24» мы продолжаем выпуск «Итоги дня».
По стране волонтеры раздают георгиевские ленточки – символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. В преддверии празднования 9 мая в Ленске волонтеры раздают ленточки у Дома культуры «Юность», главпочтамте и на территории Центрального рынка. Георгиевская лента – это украшение, которое можно прикрепить куда угодно. Это ошибочное мнение. На самом деле вешать ее на сумку, завязывать на запястье или размещать на головном уборе считается некорректно. Для тех, кто хочет повесить двухцветный символ на одежду, идеальное место на груди, возле сердца. Самые популярные формы крепления вы увидели на экранах. А что касается автомобилистов, то знаком неуважения будет повесить ленточку на колесо, дворник или дверную ручку, а вот в салоне машины вешать не возбраняется, кстати, как и на антенну. Но есть и вовсе непотребные способы использования георгиевской ленточки. Так, в погоне за высокими продажами рекламщики привлекают внимание к своим акциям любыми путями. Это вы тоже видели на экранах. Или, что еще хуже, это продажа самого символа. А это уже нарушение кодекса георгиевской ленты. Еще одна популярная всероссийская акция ко Дню Победы «Свеча памяти» пройдет в Якутске 7 мая. Все желающие могут присоединиться к движению и почтить память воинов, павших на полях сражений. Сбор участников и раздача свечей назначена в 18:30 у входной стелы возле танка на площади Победы. Начало самой акции «Свеча памяти» в 20:00. Кроме этого, ко Дню Победы традиционно всячески поздравляют и поддерживают ветеранов Великой Отечественной. К примеру, в Мирнинском районе ветеранам выплатят материальную помощь. Так, по 5000 рублей получат ветераны Трудового фронта, вдовы участников Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей. Также 60 000 рублей выделено фронтовикам, которых в Мирнинском районе осталось всего 5 человек. Всего из районного бюджета помощь окажут 137 гражданам на общую сумму 960 000 рублей. Материальную помощь участникам войны выделит и компания «Алроса». Около 15 миллионов долларов выручила «Алроса» с продаж на аукционе во Владивостоке. Алмазы были специальных размеров, массой от 10 каратов. «Алроса» продала 101 крупный алмаз общей массой почти 1800 каратов. К участию в аукционе были приглашены 86 компаний из основных регионов алмазно-бриллиантовой торговли, в том числе из Гонконга, Израиля, Индии и Бельгии. Победителями по разным позициям признали 33 компании. Торги показали очень хорошие результаты, подтверждающие высокий спрос на алмазы этой размерной категории. Так прокомментировали итоги аукциона член правления и директор единой сбытовой организации «Алроса» Евгений Агуреев. В стране вступил в силу новый минимальный размер оплаты труда. Соответствующий закон президент страны подписал 7 марта. Теперь МРОТ составляет 11 163 рубля. Конкретно для якутян это повышение должно стать наиболее ощутимым. Почему и сколько должны получать жители республики, разбиралась наш корреспондент Саргалана Захарова. С начала года заработная плата якутян исчисляется не только минималкой. К установленному в стране размеру необходимо прибавить районный коэффициент и процентные надбавки. Таким образом, жители районов с коэффициентом 1,7% уже в следующем месяце должны получить зарплаты не ниже 27 908 рублей. К ним относится территория до полярного круга. В улусах, расположенных за полярным кругом, этот показатель равен 2%. А значит, минимальный размер оплаты труда там составит больше 31 тысячи рублей. К этой же зоне относятся поселок Айхал и город Удачный Мирнинского района. Это если говорить о бюджетных организациях. Участников свои требования. Коэффициент чуть ниже, но не меньше 1,4%. А значит, минимальная зарплата 24 тысячи. Эти вопросы, конечно, требуют контроля.
Почему контроля? Потому что все-таки эти средства должны изыскиваться из собственных источников, поэтому для северов, где сумма достаточно высокая, 31 256 рублей, достаточно для них проблематично. Но хочу сказать, что закон есть закон, он подлежит исполнению. Повышение МРОТа отразится не только на уровне зарплат. Величина минимального размера оплаты труда влияет на выплаты по временной нетрудоспособности, по родам. В связи с профессиональными заболеваниями она не будет распространяться на стипендии, налоги, штрафы. Новый порядок расчета минимальной оплаты труда отразится на кошельках якутян в лучшую сторону. Ведь теперь коэффициенты и северные надбавки не закладываются в сумму, а рассчитываются поверх нее. Я думаю, что так или иначе оно, конечно, повлияет на размер заработной платы, это безусловно. Ну и слава богу. Судя по населению, судя по тому, как народ празднует, довольно-таки хорошо все живут. Ну, я думаю, народ ощутил, но я боюсь, что сейчас цены взлетят, и это все аннулируется. Не знаем, даже может чуть-чуть совсем. Мы не бухгалтера, магазин все покажет. Магазинские цены. В магазине все видно будет. Саргалана Захарова, Николай Необутов, Якутск. Волонтеры освобождены от налога на доход физических лиц. Это означает, что с 1 мая текущего года они не несут расходы по найму жилья, проезда, питания и обеспечения оборудованием на период выполнения добрых дел. Ожидается, что изменения в законе создадут дополнительные условия для развития благотворительной деятельности. Кроме того, очень недолго шли споры насчет определения понятий «волонтер» и «доброволец». В этом году решили документально уравнять эти два понятия. Раньше понятие доброволец, да, волонтер, вообще вся добровольческая деятельность была просто так на слове держится, да, то есть сейчас у нас на федеральном уровне, то есть появился свой закон, который, соответственно, вот будет регулировать отношения и работу добровольцев. Это же, конечно, хорошо, это повышает престиж названия волонтера-добровольца, да, то есть люди уже начинают в полную включаться в эту добровольческую деятельность. Конечно же, имеет хорошие результаты. Галина Данчикова посетила Хангаласский улус. Депутат Государственной Думы приняла участие в выездном совещании. Обсуждали тему содействия занятости населения. В частности, озвучили предложения по изменению правового статуса граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство. Также вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Все подробности у Виолетты Засимовой. На выездном совещании также присутствовали представители профильных министерств. Первым выступил председатель Госкомитета по занятости населения республики Степан Москвитин с предложением признать часть граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, самозанятыми гражданами и отнести их налогоплательщикам на патентной системе налогообложения. Сейчас этот вопрос достаточно сырой. Так, Галина Иннокентьевна порекомендовала, значит, собрать экспертное сообщество. Это, конечно, будет и Министерство сельского хозяйства, это, конечно, и налоговые органы, пенсионные органы и так далее, и юристы, правовики, чтобы этот вопрос мы еще более глубоко рассмотрели и проработали с точки зрения, как говорится, чтобы не навредить, а чтобы у людей, занимающихся личным подсобным хозяйством, была альтернатива для легализации. Сегодня действительно это очень большая проблема. Далее была озвучена проблема безработных граждан из отдаленных населенных пунктов, которым затруднительно дважды в месяц выезжать в районные центры занятости населения для прохождения процедуры перерегистрации, чтобы получать пособие по безработице. Согласно федеральному госстандарту, пособие предоставляется только при личном обращении граждан. В связи с этим было выдвинуто предложение предоставить региональным властям право самостоятельно определять государственные услуги в области содействия занятости населения, что позволило бы решить данную проблему. Таких удаленных населенных пунктов в целом по республике 211 населенных пунктов. Так, и, конечно, это требует корректировки федерального законодательства. Так.
Следующей темой совещания стал доклад заместителя председателя Госкомитета по занятости населения Гаврила Харлампиева о мерах содействия занятости инвалидов Республики Саха-Якутия. В ходе его обсуждения всплыл ряд проблем, связанных с учебно-производственным комплексом трудовой реабилитации в Якутске. Этот комплекс вот уже более 20 лет не только производит местную продукцию, но и единственный по республике обеспечивает работой людей с ограниченными возможностями здоровья. Галина Данчикова настоятельно рекомендовала обратить внимание профильных министерств на материально-техническую базу и систему охраны труда учреждения. Там сегодня работают люди с инвалидностью. Там сегодня вы должны разобраться, что куда там сдается, и то, что вы говорите там частное, да, они разделились на какие-то ООшки. Но имущество, которое есть, огромное имущество, там много помещений, да, они находятся в госсобственности. И вот этот вопрос, он, собственно говоря, я еще пока не затрагиваю тему вообще безопасности работ в этих помещениях, коллеги. Вот честное слово, это будет потом ваша чья-то ответственность. Вот вы все пытаетесь как бы от него абстрагироваться, от этого учреждения. Это неправильно. Подведя итоги совещания, Галина Данчикова вместе с главой Хангаласского улуса Гаврилом Алексеевым отправилась на осмотр объектов в городе Покровске, а позже провела прием граждан. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Министерство транспорта России разрабатывает программу развития сети региональных аэропортов на Дальнем Востоке. Всего предполагается реконструировать и построить 61 аэропорт. По словам замминистра транспорта России Александра Юрчика, строительство инфраструктуры будет полностью за государственный счет, а возведение терминалов с участием бизнеса. Программа рассчитана на 6 лет. В ремонте нуждаются аэропорты в маленьких городах и поселках. Также необходимо строить современные полосы, заявили в Минтрансе страны. Для аптек и производителей лекарств, завышающих цены на жизненно важные препараты, введут санкции. Несмотря на то, что государство регулирует отпускные цены, денежного наказания для производителей за некорректное формирование цены до сих пор не было. Законопроект подготовлен по поручению правительства. В Минздраве России рассчитывают, что он вступит в силу с 1 декабря этого года. По данным Росздравнадзора, цены на эти препараты снизились по итогам года на 1,8%. В последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году на 0,6%. Отмечается, что в перечень жизненно важных препаратов входит более 700 лекарств от аскорбиновой кислоты до новейших противоопухолевых препаратов. В Нерюнгри состоялась очередная сессия районного совета депутатов. Обсудили внесение изменений в устав муниципалитета, изменения в бюджете на год текущий и плановый период до 2020 года. Также послушали отчет главы района. Депутаты утвердили его с оценкой «удовлетворительно». Кроме того, рассмотрели вопросы изменения границы и площади ресурсного резервата «Восток», а также внесение изменений в решение Совета депутатов о создании контрольно-счетной палаты. Контрольно-счетный орган, который мы создали еще в 2011 году, да, он действительно считается надежным тылом при принятии решений Нерюнгрийского районного совета депутатов. Депутаты сегодня отработали дружно, сплоченной командой, и, как говорится, результат налицо. Якутская бегунья Сардана Трофимова на днях стала абсолютной чемпионкой волгоградского марафона. Таким образом, легкоатлетка завоевала очередной титул чемпионки России. О том, как это было, чего стоило, а также о планах на будущее Сардана Трофимова рассказала нашему корреспонденту. Дистанцию в 42 километра 195 метров Сардана пробежала за 2 часа 28 минут 55 секунд. Личный рекорд на российских стартах побит. По правилам прошедшего марафона мужчины стартовали позже женщин на 17 минут. Однако это время не идет в личный зачет. Сардана стала абсолютной чемпионкой. Первая среди женщин и мужчин. Я чуть быстрее начала, тем сказала мне тренер, чем составила график тренер. И из-за этого в конце мне было трудно
Распределить силы ровно мне не удалось. И вот в конце мне было трудно финишировать на последние 4 километра. Но это терпело, получается. Масштабная цель – завоевать путевку на следующие Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Напомним, Сардана уже отбиралась на главный старт четырехлетия. В 2016 году российских легкоатлетов дисквалифицировали в полном составе. В итоге якутянка не поехала на Олимпиаду. То, что от меня требуется, я все равно буду делать. Сейчас же не выпускают на международные старты спортсменов из России, легкоатлетов. И вот от этого будет зависеть дальнейший исход. Но поедем. вы в своих силах уверены? Да, мы будем бороться, тренироваться ради того, чтобы попасть на Олимпиаду. Уверена в спортсменке и личный тренер. Татьяна Жиркова сама в прошлом успешная спортсменка. Трехкратная чемпионка мира в беге на 100 километров отмечает, что Сардана сегодня сильнейший марафонец России. Она в очередной раз показала и доказала, что она сильнее всех в России. Да, и мы доказали, что школа Якутии сильная школа. Подготовка к марафону была долгой. 4 месяца изнурительных тренировок. 2 в Киргизии, 1,5 в Кисловодске. Дома Сардана не была с января. Теперь заслуженный 2-недельный отпуск. Кубок абсолютной чемпионки Волгоградского марафона теперь самый большой в коллекции якутянки. Однако главные награды, уверена спортсменка, еще впереди. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите Якутию 24. Будьте в курсе. До встречи.